В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Еженедельно по стране будет проводиться мониторинг рынка труда. Минпромторг, Федеральная налоговая служба и Росстат будут следить за ценами в каждом регионе. В первую очередь это коснется продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты. Правительство Российской Федерации предлагает выделить свыше 137,5 миллиардов рублей на поддержку индивидуального жилищного строительства до 2024 года. В пояснительной записке к проекту соответствующего постановления названы мероприятия, которые должны помочь развитию ИЖС в России. Среди них, например, увеличение площади земельных участков для ИЖС, обеспечение их необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой, использование типовых проектов индивидуальных жилых домов, стандартизация ипотечного кредитования ИЖС, а также господдержка отдельных категорий граждан. В 2024 году планируется увеличить годовой объем ввода ИЖС до 40 миллионов квадратных метров. Также в проекте постановления отмечается, что контроль за осуществлением индивидуального жилищного строительства должен происходить через единую информационную систему жилищного строительства. 3 торгово-логистических центра планируют построить в этом году в арктических районах Якутии. Развитие сети ТЛЦ в Устьянском, Среднеколымском и Абыйском районах позволит снизить цену продуктов, разрешит вопросы хранения и позволит увеличить объем перевозимых при помощи навигации продуктов. В течение 3 лет планируется построить на территории Якутии 12 торгово-логистических центров. Необходимая на реализацию этих проектов общая сумма составляет около 680 миллионов рублей. Роснедра дополнительно выставит на аукцион 24 новых участка в этом году. Так, на территории Дальневосточного федерального округа будет разыграно 16 объектов, среди которых 15 содержат цветные и драгоценные металлы. Единственным коренным месторождением золота является рудопроявление «Сержант», расположенное на территории Якутии. Прогнозные ресурсы объекта составляют 49 тонн золота. Одно полиметаллическое месторождение будет выставлено в Приморье, 6 золоторассыпных участков на территории Амурской области, 3 рассыпных участка в Бурятии. Еще 2 рассыпных объекта разыграют в Магаданской области и в Чукотском автономном округе. Золотодобывающая компания «Полиметалл» за 20 миллионов долларов США приобрела 9,1% доли в Триарк Майнинг. Предприятию принадлежит лицензия на освоение тамторского редкоземельного месторождения в Якутии. Средства от продажи будут вложены в уставный капитал Триарк и направлены на финансирование развития проекта «Тамтор». В частности, планируется завершить предварительное технико-экономическое обоснование освоения тамторского месторождения и сделать первоначальную оценку рудных запасов и минеральных ресурсов. Напомним, что о своей заинтересованности в проекте «Полиметалл» заявлял еще в августе 2019 года. После завершения оценки запасов Тамтора компания, возможно, увеличит долю участия в проекте. В свою очередь в Триарк Майнинг заявляли, что на сегодняшний день все геологоразведочные работы на месторождении уже завершены. Общий объем инвестиций в освоение Тамтора составит более 55 миллиардов рублей. Нерюнгринская ГРЭС приступила к реконструкции системы оборотного водоснабжения осветленной воды шлака-золотоотвала. На реализацию проекта запланировано направить 78 миллионов рублей. Согласно проектной документации, все работы разделены на несколько этапов – подготовительные, земляные и непосредственно монтаж. Заключительный этап включает в себя врезку в существующие сифонные линии, которые займет всего несколько дней и не повлияет на стабильную работу Нерюнгринской ГРЭС. Помимо этого запланированы электротехнические работы по освещению и подключению электрических антиобледенителей для обеспечения бесперебойной работы в зимнее время незамерзающей майны. Это были все новости экономики к этому часу. Оставайтесь в курсе событий на Якутия-24.